Жители Айкина могут остаться без зоны отдыха с фонтаном. Спор разгорелся вокруг нового арт-объекта, который должен был появиться в райцентре благодаря гранту Минсельхоза. Пока часть сельчан с нетерпением ждет окончания ремонтных работ по благоустройству, вторая агитирует направить полученные деньги на ремонт дорог. Ксения Лосева разбиралась в вопросе. Ремонтные работы в разгаре. Уже скоро пространство перед зданием администрации в Айкино превратится в современное и комфортное место для прогулок и встреч односельчан. Район выиграл грант Минсельхоза Коми и теперь сможет встретить приближающееся столетие республики в обновленном виде. Многие жители инициативу с благоустройством поддержали и даже вложили собственные средства. Действительно, уже пора наше село благоустроить. Бедные дети наши, уже внуки, некуда не податься, ни нам хотя бы даже взрослым. Очень хочется видеть действительно наше село, красивым, благоприятным, чтобы село наше благоухало. Узнав о том, что на селе Айкино строится зона отдыха с фонтаном, я была очень рада, потому что я, как коренная жительница этого села, хотела бы, чтобы было такое место, куда можно было бы прийти, посидеть, отдохнуть спокойно. Впрочем, такой энтузиазм, как оказалось, здесь разделяют не все. Яблоком раздора стал гранитный фонтан, который по проекту должны поставить в самом центре. Одни с нетерпением ждут, когда можно будет погулять возле нового арт-объекта, другие, наоборот, сомневаются в его острой необходимости. Нет, против самого благоустройства они ничего не имеют, просто, мол, фонтан – слишком дорогое удовольствие для села. Ремонт мостков, ремонт лавочек, ради бога, это нормально, это можно, потому что там территория была, конечно, требовала ремонта, никто с этим не спорит. Но сам по себе фонтан, который потом в будущем будет нести дополнительные расходы, я считаю, что это неуместно. Он будет работать, грубо говоря, 4 месяца в году, с мая по сентябрь, все. А дальше-то что? А у нас проблем много нерешенных, поэтому народ против. Опасаются, что поддерживать фонтан в хорошем состоянии село долго не сможет, и со временем из местной достопримечательности он превратится, например, в клумбу. В администрации уверяют, такого не произойдет, риски просчитаны, да и проект адаптирован под местные реалии. Направить деньги, например, на дороги не получится. Грант носит целевой характер, поэтому выделенные деньги рассчитаны только на реализацию данного проекта. Создание зоны отдыха, а конкретно установка фонтана в центре села, внесет элемент новизны, неповторимости, подчеркнет индивидуальность, значимость районного центра как культурного, делового центра района. Единственное, в чем солидарны на сегодняшний день жители, так это в том, что Айкину нужны изменения, и в одиночку селу со всеми проблемами не справиться. Вопрос только в том, с чего начинать. Здесь, как и в других муниципалитетах, есть и ветхие здания, и проблемные дороги. Все сразу не охватишь. Тем и хорошо гражданское общество, что мы друг друга слышим. У кого-то запрос на, на развитие спорта, на физкультуры. Мы должны друг друга слышать. Но мы не должны делать из этого перекос и превращать это в такие радикальные мысли, что давайте бросим все и займемся одними дорогами. Или давайте бросим дороги, займемся одним благоустройством. У населения есть запрос на благоустроенную территорию, чтобы люди хотят, чтобы тоже было где выйти, где посидеть, чтобы где с детьми поиграть, где было что вспомнить. Чтобы действительно была уютная, комфортная среда обитания. Дороги – это очень важно, никто не спорит. И приятно, что эти люди это активно поддерживают, что и дороги надо ремонтировать. Но надо, еще раз говорить, все должно быть достаточно соразмерно. Если сельчане не договорятся, выделенные средства и вовсе перенаправят в другой район. Тогда, говорят, здесь не будет ни фонтана, ни дорог. А потому сейчас важно сесть за стол переговоров и прийти к общему решению. Публичное обсуждение любой инициативы – это вообще важный элемент счастливой жизни не только на селе, но и в городе. Каждая позитивная социальная инициатива, она должна быть поддержана и рано или поздно реализована. Я бы поступил так. Надо узнать, что люди хотят, какие проекты они видят альтернативными, и просто помочь им их тоже реализовать. Сегодня для этого есть инструменты. Народный бюджет, комфортная городская среда, гранты главы. На сегодняшний день в республике действуют механизмы, которые помогают превращать инициативы жителей в реальные проекты и делают жизнь лучше. Так, например, в Айкино в этом году удалось полностью отремонтировать улицу Лесную, часть улицы Первомайской, заасфальтировать торговую площадь. Останавливаться на достигнутом муниципалитет не собирается. Главное, считаю, тут действовать сообща и тратить энергию не на споры, а наоборот, новые идеи и проекты.
Ксения Лосева, Олег Костромин, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.